Спачатку партыйны, потым народны, а сёння дзяржаўныя органы контролю налічваюць векавую гісторыю развіцця. Адлік пачаўся з 1919 года, калі быў утвораны контрольны камісарыят. Ужо тады стаяла задача сачыць за тым, каб дзяржаўная маёмасць выкарыстоўвалася законна і па прызначэнні. Сёння камітэт забяспечвае эканамічную бяспеку краіны. За апошнія гады характар працы змяніўся на аналітычны. Комитет все больше воспринимается не только как орган карающего контроля, но и как помощник, как партнер в реализации перспективных проектов. Это тот орган, в который можно всегда прийти за советом, за справедливостью и получить ответ на поставленный вопрос. Но, конечно, мы должны понимать, что принцип неотвратимости наказания, он остается неизменным. За мінулы год, дзякуючы намаганням супрацоўнікаў камітэта дзяржаўнага контролю, Брестской области в бюджет вернулось больше за 10 миллионов рублей. Вы знаете, что не всегда, конечно, к контролерам хорошее отношение. Всегда видят в нем человека, который придет и накажет. А сегодня времена меняются, и отношение общества и людей тоже меняется. Это приятно. Яшчэ один важный напрамак – работа со зваротамі грамадзян. Штогод камітэт Брестской области разглядае іх да 1000, падставы розныя. Ад дробных бытовых и коммунальных до глобальных пытанняў развития экономики и громадства. Есть порядок рассмотрения обращений, и мы уже конечная инстанция. То есть обращение изначально должно быть рассмотрено именно той организацией, в чью компетенцию входит поставленный заявителем вопрос. Если действительно невозможно там добиться правды, уже может вмешаться и комитет. Слово віншаванняў і заслужанай узнагароды ў святочны дзень тым, хто сумленно служыць на карысць сваёй дзяржавы. Кристина Протасавицкая, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».